В Республике Коми стартовал всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». В этом году самому масштабному проекту страны в области искусства, декламации и прозы исполняется 10 лет. В каждом муниципалитете начинаются отборочные туры. И интинские школьники активно готовятся к участию в творческом состязании. «Ну, — сказал вожатый Юра, — представь в гости ребятам возле палатки номер 4. Вот вам новенький. Кто он такой, вы все уже знаете. Надеюсь, дружитесь. Я пошел пока, а вы тут покажите гостю наш лагерь». В связи с пандемией коронавируса второй год конкурс чтецов проводится в заочном формате. В муниципальном этапе принимают участие школьники практически из всех общеобразовательных организаций Интинского округа. Ребята серьезно относятся к своим выступлениям. Учащиеся наизусть учат произведения разных авторов и записывают их на видео. Конкурс традиционный. Каждый год в марте он проходит. Конкурс соревновательный. То есть мы выделяем победителей, которые едут потом представлять наш город на республике. И все в нем заинтересованы. Пока я еще не знаю, сколько у нас будет заявок, но всегда было так, что практически представители всех общеобразовательных организаций участвовали в этом конкурсе, в том числе и сельские школьники всегда принимали участие. Главная цель конкурса – повышение интереса к чтению у обучающихся, знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI веков, зарубежной и отечественной детской и юношеской литературой. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок выбранного ими прозаического произведения. Продолжительность выступления должна составлять от 2 до 5 минут. Превышение регламента не допускается. При этом могут использоваться декорации, костюмы и музыкальное сопровождение. Конкурс вообще сложный. В нем участвуют школьники с 5 по 11 класс, до 17 лет включительно. И школьники читают прозу, читают наизусть. Это прозаические произведения русских и зарубежных авторов. И сложно. Во-первых, оценивает компетентное жюри. В жюри входят и представители управления образования, и методисты, и учителя русского языка и литературы, и довольно сложные критерии отбора. Во время просмотра видеороликов члены жюри будут оценивать выступления детей по ряду критериев, обращая внимание на грамотную речь, расстановку ударений, логических пауз, выразительность дикции. Юным чтецам необходимо произвести эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей. Даже полдела – это выбрать правильно произведение, которое ты будешь читать. На выбор произведения большое внимание обращают, потому что если произведение звучит часто читаемое, ты получишь за него немного баллов. То есть нужно выбирать произведение, которое звучит редко на подобных конкурсах. Есть возможность получить хорошие баллы за часто читаемое произведение, если ты его прочитал как-то по-другому, переосмыслил. Если ты произвел совершенно новое впечатление на слушателей, тогда можно получить дополнительные баллы и за часто читаемые произведения. Это сложно. Ну, сложно еще и потому, что второй год в связи с мерами, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, мы проводим этот конкурс заочно, дистанционно. Дело в том, что школьникам нужно оказать эмоциональное воздействие на жюри, а через видеоролик это сложно. В этом году, как и в прошлом году, мы не слышим живое слово. Мы получаем от школ видеоролики и отсматриваем видеоролики. Но согласитесь, оказать воздействие эмоциональное или интеллектуальное через видеоролик сложнее. Поэтому задача усложняется у школьников. Директор был немец, бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенном русском языке. И любил такие слова, как галдеж, не втерпешь, футы-нуты, намедни, давеча, вестимо, ай-люли. Этим языком он владел превосходно, но почему-то этот язык вызывал во мне тошноту. Организационный комитет городского управления народного образования принимает заявки и видеоролики до конца этой недели. Оценивание выступлений и подведение итогов муниципального этапа конкурса «Живая классика» состоится с 16 по 19 марта. Победителями местного уровня станут участники, набравшие наибольшее количество баллов.
3 лучших чтецов будут представлять Инту в региональном этапе крупнейшего литературного проекта, который также пройдет в заочном формате с 22 по 31 марта. Наши школьники на республике выступают неплохо. В течение этих лет у нас были и победители, и призеры. В прошлом году я знаю, что это были представители 3-й гимназии, лицея номер 1, гимназия номер 2. Но победители могут быть самые неожиданные, потому что все готовятся к этому конкурсу очень ответственно. Финальный всероссийский этап конкурса и вручение специальных призов победителям в этом году впервые состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.